Бамадгири Хаджи, да будет доволен им Аллах, Гуно по тейпу, родился в семье Миты из Автуров. Его очень рано проявившийся интерес к исламу и религиозным учениям привлекал к себе внимание окружающих. Однажды мимо сельского кладбища проходили богословы, среди которых был и шейх Кунта Хаджи, да будет возвышена его святость. Он, увидев мальчика, стоявшего прислонившись ухом к надмогильной плите, спросил своих соратников: «Вы не знаете, что делает этот мальчик?» Получив их ответ на свой вопрос, он высказал свое мнение. Он не просто так стоит там, он слышит то, чего не смогут понять другие, и это дано немногим. Однако сам Бамадгири Хаджи, да будет доволен им Аллах, не стремился высветиться в народе. Но шейх Кунта Хаджи, да будет возвышена его святость, знал уже тогда о его способностях. Бамадгири Хаджи, да будет доволен им Аллах, был человеком весьма скромного нрава, и жил он очень скромно. Кунта Хаджи, да будет возвышена его святость, стал его духовным наставником. Получив от своего устаза должные религиозные знания и необходимые наставления в распространении кадарийского тариката, Бамадгири Хаджи, да будет доволен им Аллах, стал проповедовать мусульманскую религию. Делал он это мягко, не навязывая силой, а донося истину через добрословие. Следует отметить, что сам Ауда, да будет доволен им Аллах, так его называли и по сей день называют в народе, был приближенным учеником и, более того, надежным товарищем. Это качество очень ценилось в нем его учителем. К Бамадгири Хаджи, да будет доволен им Аллах, обращались многие с разными просьбами, и в решениях каждого из вопросов он, как и свой устаз, призывал действовать обдуманно, не оставляя никаких тяжелых последствий. В 1873 году он совершает паломничество в Мекку. После этого он принимается за углубленное изучение Корана. В уединении Халбате Ауда, да будет доволен им Аллах, провел 7 лет и 7 месяцев, очищая свою душу и тело от всего, что могло бы навлечь на него немилость Аллаха. 5 трудных лет он проводит в ссылке, в Калуге, обвиненный в стремлении настроить вайнахов против власти. С ним в ссылку отправили видных религиозных деятелей, среди которых был докку шейх из Толстоюрта, да будет доволен им Аллах. Бамадгири Хаджи, да будет доволен им Аллах, часто говорил ему, что появились они на этот свет в один день, и в один день они покинут этот мир. Так и произошло. 13 сентября 1914 года вдали от родной земли скончался один из известных в Чечне и Дагестане религиозных деятелей. И в тот же день у себя дома в селении Толстоюрт умер докку шейх, да будет доволен им Аллах, как того предсказал Ауда, да будет доволен им Аллах.